Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Цель деятельности Фонда капитального ремонта – это создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий, обеспечивание качественного ремонта многоквартирных домов. Каковы итоги реализации программы капремонта за прошлый год и о тарифах на текущий год, мы об этом сегодня и поговорим. Наш гость студии Гаврил Сивцев, заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Саха. Гаврил Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какие итоги по реализации программы капитального ремонта в Якутии за прошлый год сначала скажем? В прошлом году работы были проведены в 132 многоквартирных домах. Капремонт проведен свыше, чем 250 конструктивных элементов. Под конструктивными элементами мы подразумеваем из общестроя это кровля, фасад, фундамент. Также есть инженерные системы, электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление. Занимаемся заменами лифтами. Есть работы по ремонту подвальных помещений. Это в основном в Ниренгринском районе, это специфика района. Таковы итоги полностью? Да. И вот с 1 января текущего года в силу вступили новые тарифы. Да? Давайте немножко подробно о них расскажем. Насколько повысились, будет ли еще повышение в этом году? Ну, фонд капремонта в части взносов тоже не исключение от ресурсных организаций. Там тоже идут повышения. В этом году повышение составило по жилым помещениям это 10%, по нежилым 20%. Обращаю внимание, все-таки взносы это у нас обязанность согласно жилищного законодательства для всех собственников оплачивать их вовремя и в полном объеме. Больше повышений не будет. Больше повышения будет. Ну вот, как мне известно, вот, допустим, да, приведу некие примеры. Вот было, допустим, 700 рублей, сейчас 1000 рублей. Ну, повышение где-то 400 рублей примерно. Это вы считаете, допустим, мало, да? Не, ну пример здесь, наверное, несколько некорректен, да, Марфирина? 700 и 400 это более 10%. Если повышение, то 700 было, стало 770. Ну, а кто и как устанавливает сроки проведения капремонта в доме? В целом программа у нас рассчитана на 30 лет. В нее входит порядка 3300 многоквартирных домов по всей республике. Информация изначально собирается с муниципальных образований. Все муниципальные образования предоставляют нам характеристики многоквартирных домов своего жилищного фонда. И на основании этого существуют критерии, установленные правительством республики, такие как это год постройки, естественно, да, износ в процентном соотношении, год последнего капитального ремонта по каждому дому. Ну и что немаловажно, опять возвращаемся к взносам. Полнота взносов сбора. А сколько времени длится вот, гарантия на проведение работы по капремонту? Здесь бы хотелось отметить, что в конкурсах, проводимых рекоператором, участвуют квалифицированные подрядные организации. И прежде чем участвовать в конкурсе, они проходят отбор. Отбор проводится Министерством жилищного коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. Периодичность ежеквартальная. На сегодня работает в этом реестре, существует порядка 200 подрядных организаций. Вот они имеют право участвовать в конкурсах, в дальнейшем заключать договора по итогам победы. А есть ли меры поддержки для населения в части вот, оплаты взносов на капремонт? Да, взносы платят, но есть у нас отдельные категории граждан, которым положены льготы. Это у нас в первую очередь, конечно, участники Великой Отечественной войны, они полностью освобождены в общей своей доле собственности, они не платят. Участники СВО и их семей имеют льготу 50%. Такой же размер льготы имеют у нас одиноко проживающие собственники, достигшие 70 лет. А одиноко проживающие собственники, достигшие уже 80-летнего рубежа, у них 100% льгота. И эта льгота у нас взаимодействуем мы с агентством субсидий. Собственникам не надо обращаться в фонд капремонта, обращается в государственное казенное учреждение Республики Саха-Якутия, агентство субсидий. Один раз заявительно обращаются, и больше им не надо туда обращаться. У нас налажено с агентством субсидий межведомственное взаимодействие. И все документооборот проходит между нами. Собственник один раз обратился, и на этом все. Очень удобно, я считаю, как для собственника. То есть обновляет документы, информацию, ничего не нужно приносить. А как вот вы боретесь с должниками?
Есть, конечно, и у нас должники, наверное, как и у всех энергетиков, да, у водоканала и у других ресурсоснабжающих организаций. С ними мы боремся со всеми усилиями, в том числе обращаемся к органам местного самоуправления, они оказывают нам большую поддержку по размещению, так как фонд не имеет своих филиалов в районах. Помимо этого, естественно, мы занимаемся претензионной исковой работой, направляем претензии. Если все вот эти в совокупности меры не помогают, то остается у нас инстанция судебная. Обращаемся в суд, выносятся судебные приказы, вплоть до арестов, счетов и так далее. Да? Ну, хотелось бы обратиться к собственнику, который не платит вовремя. Все-таки вы на себя дополнительную нагрузку получаете в виде пени. Пени и штрафы. Могут возникнуть сложности при продаже своей квартиры. Сейчас риэлторы уже не первый год наравне со справкой по жилищным услугам, да, по отсутствию задолженности, требуют такую же справку о отсутствии задолженности по капитальному ремонту. А вот интересно, знаете, с какой суммы или с какого там должно быть месяцев накопления задолженности пройти, чтобы вы могли бы уже подать в суд иск? Ну, мы стараемся не сразу, конечно, в суд подавать. Вначале отправляем претензии, претензионного характера работа производится, досудебная. Если все эти меры у нас не возымели действия, то тогда обращаемся в суд. По суммам у нас работа начинается от 4000. Примерно так, да, 4000 рублей, если задолжал, ну, это в среднем платеж уже там нескольких месяцев, скажем, за квартиру в крупнопанельном доме. Тогда уже начинаем отрабатывать. А какие планы на текущий год? План у нас нынче продолжается. За все время, хочу отметить, существование фонда капремонта отремонтировано свыше 1800 многоквартирных домов и улучшили свои жилищные условия свыше 230 тысяч наших жителей в республике. План ставим себе не менее 200 многоквартирных домов в текущем году. Работаем в этом направлении. Совместно нам очень плотно работаем с управляющими компаниями, с управами города Якутска, со всеми муниципалитетами, без них никак. А вот тоже очень, думаю, актуальный вопрос, как узнать, в каком году в моем доме, допустим, да, будет проводить капитальный ремонт? Да, вопрос актуальный, но ответ на нем очень прост. На сайте фонда есть кнопочка «Узнать сроки капремонта». Нажимаете на нее, задаете, соответственно, адрес дома, и программа показывает. Сразу, да? Ну и вот, допустим, такое вот вы уже упоминали ранее, что могут быть проблемы, да, если вот, возможно, у предыдущих хозяев был долг. Так вот, такая ситуация случилась. Вот, допустим, купили квартиру, а там висит большой долг за капремонт. Вот что делать, куда обращаться, как в этой ситуации действовать? Ну, прежде всего, надо понимать, и мы эту информацию и доводим до всех собственников, что лицевой счет открывается на помещение. То есть оно не закрепляется, в отличие от договорных обязательств с ресурсно-снабжающими организациями, а на помещение идет. То есть это не на человека, не на физлицо или на юрлицо, а за помещением закрепляется. Здесь непосредственно надо вот именно при сделках купли-продажи требовать от продавца все-таки справочку об отсутствии капремонта. Можете сами обратиться. Ну а если, допустим, человек не потребовал и узнал об этом уже позже, тогда оплачивать, да? Тогда придется оплачивать. Ну или находить того продавца, получается, нерадивого, попробуйте с ним договориться, чтобы он оплатил уже свою часть. Ну и вот мы с вами как раз говорили, да, про то, что нужно требовать такую справку. А вот можно ли получить справку об отсутствии задолженности в электронном виде? Да, вообще фонд идет в ногу со временем в части цифровизации. У нас сайт постоянно обновляется, и есть там такой же раздел «Получить электронную квитанцию». Прямо на главной странице нажимаете, заводите свои данные, и электронная квитанция будет вам направляться. Тут же также хотел бы сразу добавить, можно открыть свой личный кабинет, когда вы видите все движение по вашему помещению, все счета и квитанции к вам будут приходить автоматически. Очень удобно. И вот, допустим, человек живет в муниципальной квартире, да? Должен ли он платить взносы за капремонт? В данном случае, если муниципальные квартиры, платит муниципалитет за них в многоквартирном доме, человек, который в муниципальной квартире проживает, естественно, не платит.
Вот если вот у семьи сложная финансовая ситуация, можно ли заключить такой договор реструктуризации? Да, мы всегда идем навстречу собственникам, предлагаем им заключить договор реструктуризации. Сроки там до 9 месяцев, при более больших суммах можем увеличить до 1,5 года. Такие изменения мы внесли как раз вот в этом году. Потому что понимаем, что не все могут оплатить вовремя. Бывают разные трудные финансовые ситуации в жизни. Из-за этого мы срок увеличили до 1,5 лет. Ранее было до 9 месяцев. Ну и вот какие еще бывают актуальные вопросы, с чем люди больше к вам часто обращаются, да? Что хотелось бы отметить, с чем бы вы хотели бы обратиться к жителям? Ну, хотелось бы, чтобы в первую очередь платили взносы в полном и своевременно, потому что хочу довести до всех зрителей программы, что вы платите взносы для себя, для будущего ремонта вашего помещения. То есть вы вкладываетесь в свой дом. Это одно. Второе, допуск, чтобы был в помещении. Вот. Если нет допуска, это касается инженерных систем, которые проходят по помещению внутри дома, тогда невозможен полноценный ремонт, 100% всего конструктива. Вот здесь бывает проблема, особенно это касается газоснабжения. Здесь газовики очень бдительно за этим следят, и если даже в одной квартире не будет замена трубопровода, да, газоснабжения, тогда это будет проблематично. Ее с виду не видно, что она уже изношена, а внутри специальным прибором это проверяется, и там видно, что труба уже изношена и не может выдержать, соответственно, и давление, и опасность взрыва. Ну что ж, Гаврил Анатольевич, спасибо, что вы уделили время, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.